Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! С вами очередной выпуск радиопередачи «Якутия в мире». В нашей виртуальной студии сегодня находится Вера Диалла из Сенегала. Вера, добрый день! Традиционно мы начинаем нашу радиопередачу с вопроса о себе. Расскажите, пожалуйста, где вы родились, где учились? Добрый день всей Якутии и всем якутянам. Но сначала хотела поблагодарить вас за такую возможность, что могу высказать и рассказать немного о себе, о своей жизни. Это история маленькой девочки, которая родилась в семье мама якутка и папа русский. То есть уже была заложена эта многонациональная культура и уважение к различным культурам, которая выросла почти в тайге, потому что мы жили в геологоразведочной экспедиции. Родилась я сама в Сунтаре, закончила Сунтарскую первую школу, математический класс. После школы я поступила в Рижский политехнический институт, которую закончила успешно и получила диплом инженера-энергетика. Я должна была даже продолжить свою работу, свою учебу в аспирантуре, там же в Рижском политехническом, потому что моя дипломная работа была научной работой. Но судьба повернулась иначе. Когда училась в институте, я познакомилась со своим будущим мужем. Он в свое время учился в Рижском авиационном институте, который закончил тоже очень успешно. Вы знаете, он очень был силен по высшей математике. И этим, естественно, он мне привлек мое внимание. Но не скрою, что меня это в первое время, я помню, меня это просто покоробило, потому что я думаю, ну как это, я тоже закончила математический класс, а тут приезжают какие-то африканцы, и вот они так сильно владеют высшей математикой. И я помню, даже ставили экзамены автоматом. Была там женщина, одна очень такая пожилая, уважительная, профессор по математике. И я помню, она постоянно его хвалила, и он никогда не сдавал экзамен по высшей математике. Очень многие приходили к нему, немцы, венгры, африканцы, все приходили за помощью. И я помню, он всем помогал, всем, без исключения. Это тоже очень меня трогало. И так мы встречались с ним в течение 4 лет до того, чтобы пожениться. Он даже поехал в Якутию, чтобы познакомиться со всеми моими родственниками и, как бы сказать, попросить руку. И до сих пор мы с ним знакомы 34 года. Вот так девочка из далекой Якутии оказалась в Западной Африке. Поначалу, конечно, было очень сложно, потому что когда ты приезжаешь, я приехала, я не знала языка. Здесь государственный язык – это французский. В школе я изучала немецкий язык. Бывший преподаватель немецкого языка, особенно в 9-10 классах, она думала даже, что я поступлю на иностранный факультет. И, конечно, было тяжело вначале не только был языковый барьер, но и, конечно, культурный барьер. Все было очень новое, все было не так, все было по-другому. Сейчас, конечно, у нас очень богатый опыт работы и жизненный опыт. Я работала в Министерстве энергетики и до сих пор являюсь работником этого министерства, потому что я приостановила работу из-за супруга, который работает в международной организации аэронавтики, которая обслуживает 17 аэропортов в 17 африканских странах. И поэтому мы меняем иногда наше место жительства, иногда в одной стране, потом через 4-5 лет в другой стране, куда его направят.
Я считаю, что это очень большой плюс даже для меня, для моих детей. Когда говорят Африка, Африка же тоже очень разная. Даже вот здесь, в Западной Африке, франкофония, в франкоязычных странах, они очень разные. Потому что вот сейчас на данный момент мы живем в Сенегале, и эта страна, например, 90% мусульман. То есть это совсем по ихним привычкам культура очень разная. Когда я сравниваю, когда я была в Кот-д'Ивуаре, жила, там наоборот, например, большинство, очень много христиан, больше христиан, чем мусульман. И, естественно, это тоже влияет на культуру людей, на культуру проживания. И я, кстати, этим очень горжусь, потому что это настоящее богатство, которое не дано всем. И я очень ценю это и благодарю, не знаю, судьбу или шанс, или Бога за это. Но я живу этим сейчас, этой многонациональной культурой, потому что всегда хочется участвовать на всех мероприятиях. Я очень активная, кстати, в социальной жизни. Состою во многих ассоциациях. Даже здесь, в Сенегале, в дипломатической ассоциации я состою. И там вообще люди, женщины со всех стран мира. И мы вместе что-то организуем. Это очень интересно. Этот шанс, конечно, получается двусторонний. Это всегда так в жизни. Это не только я получаю, но я им тоже отдаю. Находясь в таких ассоциациях и находясь здесь, я также рассказываю, кто я, откуда я. Очень многие открыли для себя такую маленькую страну, как Якутия. Потому что Россию знают, конечно, все. И очень многие этим даже интересовались. Им было очень интересно. Вот как я тоже оказалась с такой далекой страны, северной, с такого холода, и теперь живу в Африке. Всегда тоже спрашивают мои ощущения, как я все это воспринимаю. Наверняка наших соотечественников не так много в Сенегале. Расскажите, пожалуйста, о русскоязычной диаспоре. В каждой африканской стране, в которой я побывала я в очень многих, больше 10 стран Черной Африки, как здесь говорят. Вы знаете, везде есть русские женщины или советские женщины. И я всегда с ними входила в контакт. И здесь также в Сенегале состою, естественно, в их ассоциации. И это является как бы частичка моей родины. Я когда с ними общаюсь, также проводим очень много. Иногда вместе праздники, иногда что-то организуем. Есть также мероприятия от посольства. И это наше российское посольство я воспринимаю как мост, как связь с моей родиной. Какие мероприятия планируете провести в ближайшее время? Намечаем провести акцию «Голубь мира» в сентябре этого года. И каждый год, конечно, также мы организуем вместе с посольством Новый год для наших детей. Без исключения, неважно, сколько им лет. Я думаю, что это везде, где я побывала, это самый такой обязательный праздник для нас, потому что я думаю, что каждому из нас это напоминает наше детство, значит, нашу родину, наших родителей. Сейчас с пандемией, конечно, мы уже давно довольно не встречались, но мы всегда общаемся через WhatsApp, либо проводим иногда видеособрания. Слава Богу, что у нас уже открылись границы, и надеюсь, в скором времени, конечно же, поехать сначала к себе в Якутию. Это первое, что я сделаю. Бывало ли у вас когда-нибудь желание способствовать развитию республики? Если да, какие именно идеи приходили в голову и что из этих идей реализовалось? Живя столько лет вдали от Якутии, всегда тебя тянет. Наверное, не объяснить это. Это есть твоя родина, это есть твои корни. Иногда думаешь, или я раньше думала, что столько лет человек живет вдалеке и все равно тянет назад. Я не понимала это. А сегодня я это понимаю, потому что уже больше 30 лет, около 40 лет, можно сказать, что я уже вне Якутии, и из них 27 лет в Африке, и все равно я хочу и возвращаюсь к себе в Якутию.
Также хотела сказать, что я никогда не прекращала и не останавливала отношения с якутами, с якутским языком. Например, я участвовала и участвую в европейских ИСАХах. Например, в прошлом году прошло в Латвии, моей второй родной родине, как говорится. Вера, по кому или почему вы больше всего скучаете, находясь вдалеке от своей малой родины? Вы знаете, что мне больше всего не хватает? Может, это будет очень смешно выглядеть. Или когда говорят об Якутии, или я услышу якутский язык, мне не хватает запахов моей родной Якутии. Вы знаете, запах леса, лиственниц, березы, ели, запах реки, запах зимы. И все это, мне это очень не хватает. Вера, что бы вы хотели пожелать якутянам вне зависимости от их географического нахождения? Позвольте мне, пожалуйста, передать горячий привет всем моим одноклассникам, всем моим друзьям, кто меня слышит, кто меня узнает. А также передаю привет всем моим учителям Устинской школы, Сунтарской школы. Большой-большой привет из Африки от Веры Диалло. А также моим всем родным, всем моим дорогим родным. Я вас всех люблю. И, конечно, мои пожелания, самые наилучшие пожелания всем якутянам и поклон якутской земле. Бар суах чуга джорнар бар, тюгелер бер, бирге юремит табарыстар барса хамсерен джоннаргар. Барларгар үчүгө дөрүобьяны онно олоху багарабын. Бары итинне болун. Вера, спасибо большое за участие в нашей радиопередаче. Желаем вам и вашей семье крепкого здоровья, благополучия и всего самого лучшего. Надеемся увидеться с вами в Якутске. Друзья, напоминаю, что у нас сегодня в гостях была Вера Диалло из Западной Африки. По просьбе Веры дарим вам песню «Тапталтан Таллыбыцебекки» в исполнении Виталия Ачирова. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и Савина Данилова. До новых встреч! Тапталтан талбар бұтқап қара жоғыл қайқарақ қына Мендегі жоллақтық әрінәрі күрдік ән көрдік қына Күңі күн күрдік аргүйді күді хабын сыланьыта Маңнайғы қар күрдік сымнаға салғыңа сөдөледі Саңарады тылы бүткін сиринкер кетермін сейбәккі Көтеқчі көтпәкке оргүйді қамсаны кыдалығы Сарсырады жүбарға уйдарыра қоластақ керегей Kodokça kopakka kırkal tettelere ürünetçi Taptal geberim mitsimiktik niçerdir vastargınan Orguydu kurubun aymamıt siraktin oskutağın Olustuk dağını eygin tappibin doğaççuğu Cinnekti gerenen olaktun pistebit taptallağın Sağaradı tıllı bütkün sirinker geteremin sibekki Kötüyakça kötbekke orguydu kamsanara gıdalıgın Sarsırda cıbarga uydarar kolastak veregeyi Kodokça kopakka kırtal kettelere ürünetçi
Саңырды тылы бүткін сиринкер кетер минсибекки Кедеқча көппекке оргуйду қам санара кыталыгы Сасырда жыбарга уйдарара коластақ көрегей Kodokça kopakka kırtal kettelere yürümekçi Sağardı tıllı bütkün serinker geteremin sibekki Ködekçe köpekke orguydu qam sanara gıdalıgın Sarsırda jıbarga uydarara kolastaq yüreği